Российские регионы получат 27 миллиардов рублей на создание туристической инфраструктуры. Эти средства будут распределяться в виде единой субсидии в 2025-2027 годах в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство». По итогам конкурсного отбора субсидии получат 84 субъекта, включая Запорожскую и Херсонскую области, ДНР и ЛНР. Средства бюджета выделяются на приоритетные для каждого региона направления и будут потрачены на развитие инфраструктуры для автотуризма, создание туристических маршрутов и благоустройство центров городов. Цитата. «С 2025 года мы увеличили ежегодный объем единой субсидии почти в 1,5 раза, до 9 миллиардов рублей, что позволит регионам реализовать более масштабные проекты и увеличить число турпоездок. Это главный показатель, на который мы ориентируемся. Также предусмотрели возможность выделять средства на приоритетные направления, среди которых создание инфраструктуры для автотуризма», отметил министр экономического развития России Максим Решетников. Роскачество сообщило, что поддельные квитанции на оплату жилищно-коммунальных услуг становятся все более похожими на настоящие, что затрудняет их отличие. Для определения фальшивки следует обращать внимание на реквизиты платежа, данные плательщика и жилплощади. Важно отметить, что настоящая квитанция должна содержать ФИО и адрес, код плательщика, тарифы на все виды услуг и количество потребленного ресурса. Если у жителей есть индивидуальный прибор учета, то он ежемесячно передает показания на холодную и горячую воду, а также электроэнергию. Мошенники, создавая поддельные документы, часто выдумывают цифры, что может помочь их идентификации. Для определения подлинности квитанции следует проверить, совпадают ли данные, переданные пользователям услуг, с указанными в платежном документе. Также следует обратить внимание на наличие льгот и перерасчетов, общую жилую площадь квартиры, количество зарегистрированных граждан и льготников, дату выставления счета и последней оплаты. Внимательная проверка всех реквизитов поможет избежать мошенничества при оплате жилищно-коммунальных услуг. Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина сообщила о задержке массового внедрения цифрового рубля, которое произойдет позже, чем планировалось. Это решение было принято после учета просьб от отрасли о необходимости доработок и запросов о сдвиге сроков широкого внедрения цифрового рубля. Глава Центробанка подчеркнула, что важно, чтобы цифровой рубль был востребован и вызывал доверие у граждан и бизнеса. В настоящее время в пилотном проекте по цифровому рублю участвуют 15 банков и около 30 компаний. Важным направлением развития проекта становятся смарт-контракты, которые позволяют автоматически исполнять сделки при наступлении определенных условий, используя технологию блокчейн. Центробанк выражает заинтересованность в развитии этого направления и намерен сделать его одним из приоритетов в рамках цифрового рубля. Завершаем выпуск экономических новостей. Информация о курсе валют на сегодня.